Я думаю, что наличие в Гагаузии свыше 80%, о которых вы говорили, наличие мононациональных, скажем, людей, которые написали, что они гагаузы и родной язык гагаузский или используют гагаузский, это именно и подтверждение тому, что Гагаузия как регион, как автономное территориальное образование, он и для этого и создавался, чтобы охранять, сохранять, развивать культуру, в том числе в сфере языка определенного народа, который пользуется гагаузским языком. Вы представляете, что было бы сейчас, если бы у нас вдруг оказалось, что 50% населения, жителей, вернее, Гагаузии используют гагаузский язык, остальное нет. Обоснование Гагаузии как региона автономного территориального, оно падает. Слава Богу, что такой процент довольно высокий, 80%. Да, но в то же время мы видим другую тенденцию, когда язык гагаузским общается меньше, чем вы задали вопрос, что все-таки тенденция уменьшилась, количество людей, которые указывают, что гагаузский язык является либо родным, либо языком, которым они, скажем, это проблема, об этом говорят и последние не только десятилетия. А какие программы регион поддерживает, не только социальные программы, но и программы в области культуры, непосредственно направленные на развитие гагаузского языка? Я сейчас предполагаю, что какой-то зритель скажет, как? Ну вот научный центр выпустил книжку, там брошюрка, здесь то. Но и результат переписи, если говорит нам о том, что количество людей, пользующихся гагаузским языком, становится меньше и меньше, то либо эти программы не на то направлены, либо эффект от них культурный, языковый нулевой, либо мы что-то недостаточно делаем в рамках, может быть, и других программ. Что-то не работает, если уменьшается доля людей, носителей этого языка. Ведь это практика критерия истины. Если результат показывает, что людей меньше, то значит что-то мы не то делаем.